Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я уже сказала, что рискую вам сегодня надоесть, но у меня резюмированный содержание ее доклада. Доклад называется «Геополитические колебания между войной и миром в современную эпоху». Глубоко фундированный, на хороших источниках, сугубо политологический, теоретический доклад. Я, прочитав этот доклад, поработав над ним и сделала, собственно, авторизированное резюме, которое хочу вам представить, чтобы мне представление человек летел из Белграда, тем более такими. Итак, геополитические колебания между войной и миром в современную эпоху. Из огромного числа определений она дефиниции война, мир, мир во время войны, мир без войны, мир планета. То есть очень тонкие, точные дефиниции со ссылкой на очень крупные, солидные исследования. В том числе она приводит из огромного определения понятия война, она приводит социологическое определение известного ученого Милоша Митревича, который написал «Современные Балканы. Ключи геополитики». Понятие «мир» определяется чаще всего, пишет Рашкович, как противоположность войне. А анализ исследований на протяжении веков показывает, что большинство из тех, кто обращается к теме войны, исследует мир не как мир, а мир именно в контексте войны. Она приводит суждение известного норвежского социолога, основателя дисциплины изучения мира и конфликтов Йоханнес Винсент Галтунг. И удивительно, ну так скажем, я сама обогатилась работой над этим резюме. Этот норвежский ученый за 10 лет до падения Берлинской стены и распада Советского Союза в 80-м году на международной конференции предсказал развал Советского Союза. Он сначала сказал, что падет Берлинская стена, а потом исчезнет Советский Союз. И ему он сегодня... Он назвал причины распада Советского Союза. Хотя он не распался, был развален. Обращаю ваше внимание, тут студент в том числе, четко, точно за 10 лет он определил ключевые моменты слабые, которые развалили мощную великую державу. Первое. Противоречие между странами технического, который почти мой ровесник. И интересно второе, что противоречие говорит после этого сказания, которое исполнилось Российской Федерации, и его назвали норвежским Нострадамусом. Удивительно еще одно. Называет их социалистической буржуазией, в точку, я так думаю, да, и большей частью населения. И последняя причина развала – разница между денежной массой и денежно-товарной массами. Когда рубли у советских людей были, а товара было мало, и можно было купить это по блату. Вот когда его пророчество исполнилось, его назвали Нострадамусом, к нему стали прислушиваться. И он еще сказал, вот в докладе об этом нет, но я просто объясню студентам, в том числе, он сказал в Советском Союзе разрыв между всего. Тенденция, разрыв между партийными работниками. И Соединенные Штаты Америки, он в 2007 году сказал, что в 2020 году США начнут уступать место своего геополитического претендента на лидерство. А в 2003 году мы увидим конкретные процессы развала. Йоханнес говорит о том, что к 2025 году, через 3 года, Соединенные Штаты Америки вообще перестанут существовать как единое государство. И более того, причина, его называют причиной, опять-таки меня удивляет глубина проникновения этого 92-летнего человека. Он называет причины, которые вызовут распад Америки. Хочу вам представить, это причины такого рода. 6 наиболее важных причин объявляет. Первое. Противоречие между ростом экономики и распределением благ. Ну, то же самое, что в Советском Союзе, то есть в постсоветской России. Все больше богатств, в руках все меньшей части населения. Это всегда опасение социального конфликта. Второе. Противоречие между финансовым и реальным сектором экономики. Не поспоришь. Третье. Противоречие экономического толка между Америкой и другими странами. Четвертое. Противоречие между терроризмом Соединенных Штатов Америки и открытым терроризмом угнетаемых им народом, то есть американским народом. Пятое. Противоречие в культуре между США и союзниками в культуре.
Всей Европе и миру, пишет он, навязывается вульгарная, безвкусная и плебейская американская массовая культура. То есть он пишет о том, и Виолетта Рашка-Ивталович, я упрощенно, чтобы запомнилась ее доклад аудитории, она пишет о том, что между США и странами Азии складывается и будет продолжаться складываться антиамериканский альянс. Учитывая то, что Йоханнес произнес в 2007 году, сегодня 2022-2023 на пороге, да, то на самом деле Нострадамус. Будем ждать, что произойдет в 2025 году, и насколько он... И завершая, Виолетта Рашка-Ивталович, профессор, доктор наук, специалист по геополитике, по международной политике, по безопасности. Ну, она, ссылаясь на Йоханнеса, в том числе говорит о том, что прямое насилие, использование ненасильственных техник для устранения конфликта. Ненасильственные техники для устранения конфликта. Но, по-моему, аплодисменты. Для влияния на системы, которые не относятся к людям как к равным друг другу. Вот системное, завершаю, ненасилие состоит из структур общества, которые продвигают сотрудничество, примирение, открытость, равенство и решение любыми путями дипломатически любых конфликтов, которые возникают. И элементами вот такой политики является, она подчеркивает, как составляющие такие, как инклюзивность, прозрачность, консенсус и ответственность. Ну и самое последнее. В любом случае, мир – это нечто такое явление, которое нельзя упрощать. И это не какое-то абстрактное, недосягаемое состояние, а это, конечно, состояние, к которому нужно стремиться, тоже бесспорно. И она приводит в том числе слова Ганди, который сказал: не существует способа достижения мира, потому что мир и есть сам способ. Ну, я думаю, на этом можно закончить. Спасибо.